Берем руку за пульс, опускаем голову в районе ротовой полости и смотрим за поднятием грудной клетки. Оценка ситуации и проверка сознания пострадавшего. Такими должны быть первые действия в экстренных ситуациях, объясняет профессиональный спасатель. Прохожие останавливаются и внимательно слушают. В период летнего купального сезона, когда число несчастных случаев лишь растет, эта информация особенно ценна. Центральный элемент мастер-класса – демонстрация сердечно-легочной реанимации. Присутствующим наглядно объясняют, как правильно и безопасно проводить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Случаи, где нужно оказывать медицинскую помощь, они случаются часто. Не только, скажем так, на суше, но и на воде. Вот. Я сам в Сунже, недалеко живу от реки. Были такие моменты, что люди тонули, то, что там отживы падали и так далее. Ну, соответственно, чтобы оказать таким людям первую медицинскую помощь, нужен опыт. Надо этому обучиться. Марим Тачиева, прогуливаясь с внуком, тоже не смогла пройти мимо. Для детей навык оказания первой помощи полезен так же, как для взрослых, считает женщина. Среди широкой публики в летний период, тем более, когда молодежь выезжает, они достаточно максималисты такие, которые не всегда бывают осторожны. Вот это предупреждение быть такими осторожными, оказывать помощь – это великое дело. Акция проводится в связи с увеличением случаев утопления людей в условиях повышенной активности на водоемах. Подобные мероприятия играют неоценимую роль в повышении общей культуры безопасности населения. Знания, которые получают присутствующие, могут стать решающим фактором между жизнью и смертью в критической ситуации. Хоть один человек при созданной на его глазах чрезвычайной ситуации сможет оказать первую помощь. То есть это означает, что уже мы не работаем впустую. А если мы будем продолжать и в дальнейшем это делать наступательно, то, соответственно, я думаю, огромная польза для нашего населения в этом есть. Такие мастер-классы Главное управление МЧС России по Ингушетии планирует проводить регулярно, охватывая все возрастные категории, от школьников до пожилых. Хадиджа Илуева, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.